много говорить мы не будем. И вот в такой морозный день, 4 января, 135 лет назад, родился Гавриил Васильевич. 9-м ребенком, потому что первые 8 детей у них умерли во младенчестве, а поженились они рано. И рожать Екатерина Максимовна начала с 15 лет, с 1881 года. И вот первый живой ребенок, это был именно Гавриил Васильевич, 1888 года рождения, от 9 родов матери. Счастливой матери в то время было 23 года, отцу 27. И вообще жизнь, дореволюционная жизнь якутской женщины была очень трудной, потому что она была, прямо даже обязана была родить 18 детей, где-то родный возраст, потому что жизнь ее была непродолжительной, всего в среднем 40 лет. И вот цифра делалась. И вот если из этих 18 детей в живых останется 5-6 детей, это считалось очень хорошим показателем. А дети в якутских семьях были... Значит, план Екатерина Максимовна перевыполнила, в живых у нее осталось 9 детей. Значит, первые 8 детей и умерла самая младшая дочь 1905 года рождения Аграфена, которая была всего, немногим более 1 года. А вот именно первые 2 детей, наша бабушка Елена Васильевна и Гавриил Васильевич, были отданы на воспитание в приемной семьи, чтобы остальные дети были крепкими и здоровыми. А смертность детская, младенческая смертность составляла в Якутии 89%. И высокая она была вообще по всей Российской империи, а вот в Якутии даже 89%. И отдали его в приемную семью Ионы и Натальи Слепцов в село Титары на воспитание. И вот, конечно, все азы гармоничных человеческих отношений, семейного тепла и уюта он создал и в родительской семье, а в семье Ионы Слепцова. И к тому же Иона Слепцов был хорошим молокососом сам. И вот ребенок, который Гавриил Васильевич, очень просто Гавриил, очень любознательным, ему во всем хотелось знать. И он буквально засыпал Наталью и Иону своими вопросами. А учил он Титаран, сельскую церковно-приходскую школу. Учился с огромным удовольствием, потому что это был любознательный, очень подвижный мальчишка, которого любили. Они его любили, приемные родители, и он тоже их любил. И вот когда он стал взрослым, когда уже закончил университет, приехал в Якутск, стал играть. Даже в 1885 года приехал в Якутск. Он, значит, стал жить в Якутске, и вот он написался на мать и писал на своей биографии, что я, значит, испытывал гонение от суровой матери. Ну вот наша бабушка говорила, зря Гавриил обижался на мать, потому что на самом деле он был тогда молодой, а она уже в силу своего возраста и умудренная опытом говорила, что такое отношение матери к нему было напускным. На самом деле она любила старшего сына, гордилась им, его профессионализмом, его трудолюбием, его умом. И все-таки а он обижался, не понимал этого, то пока был мать. И вот когда его передали в семью, передали его через окно. И вот действительно вот 2 детей вынесли в других семьях. Гавриил на окончании сельской школы, затем был введен отцом для воспитания и обучения в Мариинском детском. А Елена, наша бабушка, она прожила в Улахане до 12 лет. И затем стала жить. И вот огромное спасибо всем правительству Сакаеву, округу, город Якутск и администрации
Иисуса, администрации Святолинского монастыря за почитание памяти о семье